Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 14 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял во Дворце нации председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко. Уважаемая Валентина Ивановна, приветствую вас в Таджикистане и желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Главное, что мы попали в такую теплую дружескую атмосферу, гостеприимству. Таджикистана, по-моему, нет ни границ, ни пределов. Глубоко уважаемый господин президент, я благодарю вас за возможность встретиться с вами и также поблагодарить за возможность провести выездное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Душанбе. В этом году Таджикистан является председателем в СНГ и по всем общим оценкам очень успешное председательство Таджикистана. Прошло очень много мероприятий различных органов СНГ, и мне кажется символично, что и Межпарламентская ассамблея СНГ в этот год тоже проводит свое выездное заседание в Таджикистане. Хочу поблагодарить Рустама Эмомали за очень серьезную подготовку, хорошие условия для работы, внимание, гостеприимство. Просто нет слов, чтобы найти слова благодарности. Накануне разговаривал с Владимиром Владимировичем, он просил вам передать привет, наилучшие пожелания, очень тепло вспоминал свой государственный визит в Душанбе и оценил его как очень успешный, результативный. Действительно, наши команды поработали, не только состоялись конструктивные переговоры, но и подписан солидный пакет документов российско-таджикских, направленный на дальнейшее углубление и расширение нашего многопланового, многостороннего сотрудничества. Мы со своей стороны, парламенты, мы обсуждали это вчера на встрече с Рустамом Эмомалием, мы сделаем все для законодательного обеспечения принятых решений там, где это необходимо. И сделаем это быстро, синхронизируем наши действия, чтобы достигнутой договоренности как можно быстрее заработали. Вы знаете, как мы ценим отношения между нашими странами, между нашими народами. И последние годы достигнут такой серьезный прогресс. Президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон во Дворце нации принял глав парламентских делегаций государств-участников Содружества независимых государств, прибывших в Таджикистан для участия в работе заседания Межпарламентской ассамблеи Содружества. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Межпарламентская ассамблея является востребованной площадкой для всестороннего и конструктивного диалога между государствами-участниками Содружества, в рамках которой сегодня проводится большая комплексная работа. Деятельность Межпарламентской ассамблеи, наряду с вопросами формирования и сближения законодательств наших государств, охватывает многие другие ключевые направления сотрудничества. Это, в частности, политика, безопасность, экономика, а также взаимодействие в социально-гуманитарной сфере, отметил по этому поводу президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, также отметил, что в этих направлениях имеются огромные возможности и ресурсы, которые нам необходимо эффективно использовать во благо наших народов. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнил о мероприятиях высокого уровня, проведенных Таджикистаном в период председательства в Содружество независимых государств, включая саммит глав государств СНГ, вторую встречу глав государств в формате Центральная Азия-Россия, которые состоялись в Душанбе в октябре этого года. По словам главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в период председательства Таджикистана и Содружества независимых государств было проведено более 100 многоуровневых мероприятий, включая заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ, которые проходят в эти дни в столице Таджикистана, Душанбе. Было выражено удовлетворение процессом развития межпарламентского сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств
на всех уровнях. Подчеркнута готовность и заинтересованность Таджикистана в продолжении совместной работы в рамках других структур межпарламентского сотрудничества, в том числе Межпарламентского союза, Межпарламентской ассамблеи СНГ и других объединений. В завершении выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал руководителей парламентов государств-участников Содружества независимых государств к еще большому укреплению межгосударственного взаимодействия по всем направлениям, в том числе в борьбе с такими вызовами и угрозами современности, как терроризм и экстремизм, религиозный радикализм, киберугрозы и другими проявлениями трансграничной преступности. 14 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для беседы кадры, назначенные на должности министра экономического развития и торговли, а также руководителя дипломатических представительств Республики Таджикистан в ряде зарубежных стран. Указами президента Республики Таджикистан Завки Завкизода освобожден от должности министра экономического развития и торговли, а Абдурахмонзода, имеющий достаточный опыт работы в государственных органах, назначен на должность министра экономического развития и торговли. Также указами президента Республики Таджикистан из числа кадров, имеющих опыт и стаж работы, отвечающих современным требованиям, назначены чрезвычайные и полномоченные послы Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки, Французской Республике, Австрийской Республике, Итальянской Республике, а также согласие президента Республики Таджикистан генеральные консулы страны в ряде регионов и городов Российской Федерации. В ходе беседы президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные поручения новому руководителю Министерства экономического развития и торговли по совершенствованию экономического анализа, поиску новых путей и способов прогресса и развития, ускорению процессов цифровизации и эффективному использованию возможностей искусственного интеллекта. Кадрам, назначенным на руководящие должности в структурах Министерства иностранных дел, было дано указание при исполнении служебных обязанностей на первый план выдвигать интересы государства и нации, защиту прав и свобод человека и гражданина за рубежом. Соответствующие поручения также были даны по развитию многосторонних отношений с указанными странами, в том числе в направлении привлечения иностранных инвестиций, развития экономических и социально-культурных связей. 14 ноября в Душанбе в рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств состоялась церемония возложения венка к памятнику Исмоили Сомони на площади Дусти в мемориальном комплексе «Национальное единство и возрождение Таджикистана». В мероприятии приняли участие руководители парламентов и главы делегации государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ. Совместный переезд представителей делегации и руководителей парламентов к месту церемонии состоялся на площади Дусти. Церемония прошла в торжественной обстановке и стала символом уважения к историческому наследию и государственности таджикского народа. В районе Фердовси города Душанбе состоялась торжественная встреча, посвященная Дню президента и 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. Ответственные лица исполнительного органа государственной власти района, по чьей инициативе и было проведено мероприятие, отметили этот значимый день с духом праздника, царившим в спокойной и мирной атмосфере. Праздничное событие собрало активных жителей. Участники мероприятия смогли обсудить неустанные усилия лидера нации, которые он приложил за 3 десятилетия ради благосостояния всего таджикского народа. Далее мои коллеги расскажут о ходе проведения данного политического мероприятия. Перед началом торжественного мероприятия, организованного исполнительным органом государственной власти района Фердовси в связи с Днем президента и очередной годовщиной 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан под названием «Президент, защитник мира и гарант нашей свободы», участники смогли ознакомиться с выставкой новых книг государственного издательства «Ирфон». А также им были представлены новые издания о героизме лидера нации. Затем на церемонии открытия мероприятия, которое состоялось в зале Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, ответственные лица района Фердовси подчеркнули, что история таджиков полна значительных политических и социальных событий, которые сыграли судьбоносную роль в судьбе нашего народа.
Каждый год в республике проводятся мероприятия и праздники, связанные с возрождением великих предков, сохранением национальных ценностей, что является высшей формой уважения к прошлому, настоящему и будущему потомков таджикского народа. Хотя все эти мероприятия имеют свое особое место для признания идентичности нации, День президента Республики Таджикистан занимает среди них особую позицию. Участники, представляющие различные государственные комитеты и структуры, а также высшие учебные заведения страны, в своих выступлениях говорили о вкладе и роли лидера нации в мире и процветании Таджикистана. Было также отмечено, что определение 16 ноября как Дня президента имеет свои уникальные основы. И именно с этого дня началось судьбоносное определение будущего развития Таджикистана, новая важная фаза государственного управления. И тогда вновь избранный президент приступил к выполнению своих обязанностей. Было также подчеркнуто, что с учетом уважения и признания мудрости предков, достоинства политической деятельности и современного государственного управления страны, достижения и обеспечения всеобъемлющего мира и единства, а также повышения авторитета статуса независимого Таджикистана на международной арене. В Душанбе в стенах Таджикского национального университета прошло торжественное собрание под названием «День президента и значение судьбоносной 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан», организованное Управлением по делам женщин и семьи исполнительного органа государственной власти города Душанбе в рамках решения председателя столицы о праздновании Дня президента Республики Таджикистан. Мои коллеги расскажут далее в сюжете, какие вопросы обсуждали участники мероприятия. В торжественном собрании приняли участие заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода, ветераны труда, руководители структурных подразделений исполнительного органа государственной власти столицы, заместители председателей районов, а также активистки и сотрудники отделов и секторов по делам женщин и семьи. Участники мероприятия выступили с речами, в которых подчеркивали важность празднования Дня президента как знак уважения вкладу лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в укрепление государственной независимости и установление мира в стране. Выступающие также отмечали, что празднование Дня президента и 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан стало символом гордости народа за достижения страны. Также одним из важных моментов стало упоминание о том, что 9 декабря 2015 года в историю таджикского народа была добавлена новая страница. На сессии Маджлиси Намаяндагон был принят закон об основателе мира и национального единства, лидере нации. Управление по делам женщин и семьи исполнительного органа государственной власти города Душанбе организовало конференцию, которая посвящена Дню президента Республики Таджикистан. Хочется отметить, что данный праздник отмечается ежегодно по всей нашей стране. Он символизирует единство, мир и процветание нашей страны. Мы гордимся тем, что ежегодно под мудрым руководством нашего лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, сотни и тысячи девушек получают образование, ведущие руководящие должности по всей республике. Мы горды тем, что процветаем из года в год. Мы гордимся тем, что под мудрым руководством нашего лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня все девушки заняли такие ведущие должности в области науки, образования, политики и даже военной сфере. Это говорит о том, что наш лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, как никто и никогда поддерживает роль женщины в обществе и ее процветание в мире. А первое послание лидера нации судьбоносной 16-й сессии Верховного Совета, состоявшейся 19 ноября 1992 года в Худжанде, заключалось в объединении нации и выведении Таджикистана из гражданской войны. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, как выдающаяся политическая фигура, стал символом мира и стабильности как внутри страны, так и за ее пределами. Участники собрания также подчеркнули, что именно благодаря самоотверженности и мужеству главы государства были проведены мирные переговоры, которые привели к подписанию всеобъемлющего соглашения о мире и национальном согласии. Президент страны продемонстрировал всему миру, что даже в сложных обстоятельствах можно разрешить политические конфликты мирным путем.
В ходе мероприятия было отмечено, что независимость и мудрая политика лидера нации создали условия для повышения статуса женщин в политической жизни и управлении государством. В завершении торжественного собрания состоялся обмен мнениями между докладчиками и участниками, что сделало мероприятие еще более насыщенным и продуктивным. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!